Всем мир! Меня часто спрашивают, почему я не всегда проковываю спуски на клинке и от чего это зависит. И вообще, стоит ли проковывать спуски? Сегодня я хочу провести небольшой эксперимент, чтобы наглядно ответить на эти вопросы. В экспериментах участвует мой новый тип булата из У10. Почему из У10? Да потому что ее у меня много, этой стали. Да и булат из ШХ-15 мне уже полностью понятен и немножко надоел. Третье преимущество У10 – это отсутствие легирующих элементов. Это просто железо и углерод. Поэтому теперь настоящие диванные специалисты по булатам не будут мне писать глупости по поводу того, что в настоящем булате нету хрома. Учитывая все эти плюсы, я потратил немножко времени, а именно все весенние и летние выходные, на эксперименты с отжигами и ковкой У10, чтобы получить не только узор, но и хороший рез, потому что булат без реза – это не булат. Принцип получения узора на У10 примерно такой же, как и на ШХ-15. Но есть несколько мелких нюансов, которые не позволяли мне получить стабильный рисунок. На его поиски ушло прилично времени, но результат получился очень неплох. В сравнении с ШХ-15 узор на булате из У10 крупнее, кучерявее и режет У10 примерно на 20-30% дольше и немного агрессивнее. В общем, в сравнении с клинками, которые приносят на тесты, то результаты реза булата из У10 будут получше, чем на топовых серийных порошках. А поскольку современные и качественные стали нам теперь мало доступны, то будем импортозамещаться. Итак, вернемся к эксперименту со спусками. Клинок номер 485 я прокую в виде пластины, а на клинке номер 486 я дополнительно после пластины прокую еще и спуски. Хочу сразу заметить, что я сравниваю два именно полностью кованых при низких температурах клинка. Поскольку в сети есть много видео, где клинки отшлепывают 2-3 нагрева на пневмомолоте с плоскими бойками, а потом вручную проковывают спуски на низких температурах, называя такое действие ковкой клинков. Такая порча стали не наш метод. Я все-таки предпочитаю делать так, как правильно, и никуда не спешу. Для чистоты эксперимента оба клинка я откую сразу из одной и той же пластины и потом разрежу ее на две части. На клинок с прокованными спусками, естественно, уйдет немного больше времени и, соответственно, больше ковочных циклов. Еще в качестве развлечения я нанесу разную насечку на клинки, чтобы получить немного разный узор, так сказать, убьем двух зайцев. Насечка на рез точно не повлияет, это проверено. На клинке номер 458 насечка будет крестиком, а на клинке номер 486 я сделаю продольные полосы. Итак, получились две заготовки. Теперь я делаю черновые спуски под закалку. Чтобы снять спуски на клинке 485, естественно, уйдет больше дорогого импортного абразива. Так что проковка спусков теперь становится актуальной как никогда. Далее идет закалка в одной и той же печи, но по очереди. Время выдержки и температура, естественно, одинаковые. Дальше совместный отпуск. Ну и самое мое любимое – это шлифовка. Вообще проще и быстрее сделать клинок из порошковой стали, чем заниматься ручной полировкой. Это самое нудное для меня занятие. Я могу часами ковать, но полировка для меня это просто ад. Только ради узора можно таким заниматься. Поскольку мне всегда интересно узнать, какой рисунок получится на выходе. Узор и линию закалки уже достаточно хорошо видно при полировке.
Ну, далее травление. Насечка очень хорошо видно на обоих клинках. Таким образом можно получить любой рисунок. А какой интереснее, это уже смотрите сами. Ну и самое главное, это тесты. Нож должен тестироваться на том материале, на котором он будет работать большую часть времени. Если это резец для дерева, то тестируйте его на дереве. Если это нож для разделки зверя, то тестировать надо на звере, либо на канате. Лучшего материала еще никто не придумал. Никакое царапание бутылок, проверка на твердомере, фигурное разрезание газетки никогда не даст вам ответ на вопрос, насколько хорошо сделан ваш нож и как долго он будет держать заточку. А если вы экспериментируете с термообработкой, то без тестов на канате вообще никак не обойтись. Все нормальные мастера режут канат, хотя бы для себя, хотя бы пока никто не видит. Но лучше обращайтесь к Игорю Дмитриевичу, обычно он никому не отказывает. Тесты вообще это отдельная и сложная тема, и при всей своей кажущейся простоте они требуют понимания процесса, огромного опыта и длительной статистики. Чего? Два ножа из булата. Вот, видишь? А основа какая? У-10. У-10. На одном ноже спуски прокованы ковкой, а на другом слесарено слесаркой. 85-й это вот пластина, а 86-й это этот самый. Прокованный спуск. Прикованный. А что ты хочешь выяснить? Ну, чё влияет ли А, в ковка смысле? на... Вань, потому что заявляют заявлений очень много. Мы их сразу берем и проявляем. Я понял. А Проверяем. вы Кузнецова читали? Он говорил, что ковка позволяет экономить металл, а улучшения нет. А время? Итак, Каким сначала режем? нет, мы по режем очереди. по очереди одновременно, чтобы с одного сета под одну камеру со всеми делами. Слушай, не получится, что у него первый раз рука свежее, а второй раз рука устала. Нет, не получится. А то, что один длиннее, другой короче. Они одинаковые. Они вообще, ты видишь, одинаковые. Так, давай ставки ставить. Давай. Одну он уже просохатил. Я ставлю на пластину. В смысле, а на пластину, а второй что? А Слиток, второй что ли? кованые эти, я думаю, там слой безуглероженный, ни хера резать. А в чем разница-то между ними? одна пластина. Один пластина и отслесаренный, они а второй все, откованный Они спуск. все кованы, но одного кованого. Кованый еще спуск прокован. Ну вот видно, что это режет лучше, Лучше, чем что? чем кованый. Так а тот-то еще не резали. Тут тоже кованый. Ну, поэтому и видно, что лучше. Так, подожди, Жень, давай это, мы же не сможем и там, и там. Ты не можешь два глаза снимать? Ну, у меня же не стерео. Опять Дмитрич, он какой-то, видишь, сегодня медленный газ. Ну чего скажешь? Вот по моим ощущениям, Этот хуже. вот этот, который прокованные спуски, режет мягче, как бритва Нева. Нева вообще не А режет. вот это как бритва Спутник. Вот спутника лучше. Спутником бриться можно, а Погнали. него невозможно. Подожди, стоп, Вань, это сам, я старенький уже Нева подзабыл. это, которая Черное и быстро- белое, черное черная это как... Нева. Нева, белая Спутник. Значит, наоборот, вот как Ваня правильно сказал. Он же молодец. Переобулся! Прям в поезде, в лапте. Как он сегодня прошел, какая обувь? Лапти ему какие надо? Скарлетт или какие? А? Кларкс. А, Кларкс. Опять английское уважает. Женя, не чисти. А где вы вообще нашли? Их уже, по-моему, давно не завозили. Я же тебе сказал, там же, где телевизоры Грюндик и Ташиба. Не, даже когда еще это самое. Ну вообще у него такой грубый, да. Подожди, а что вторым надо? А 86-й давай. Ну вы Ты режь, он пока Не, проверит. ты давай, а потом оба сразу. Да. Господи, оба сразу. Давай. И вы трое. Да, и вы трое, идите оба сюда. Вы что, близнецы? А да, ты что, братья. ты Как не ваши любишь фамилии? оба сразу? Петров, Сидоров. Кстати, нету фамильца. В общем, а это помягче. Но он Я тебе же так- сказал, когда он как режет, как бритва Спутник. А это как бритва Нева. А давайте за это. Давайте за это, да.
Какой хороший молодец. Молодец. Принес и пропускает. Вот таких бы людей побольше. Испытывает, а не эвострирует. К сожалению, изомил от времени не убирается. Дмитрич, давай, смотри, люди Нам еще ждут. в прошлый раз яблоко не понравилось. Дмитрич, люди же ждут, стоят. Все стоят, ждут. Какой номер сейчас? Так, номер 85. Давай, режь. Уточняем, номер 85 прямой. Чуть-чуть туда, вправо. Ну, вообще он 485, ну не важно. Но на раз только должен отрезаться. Сегодня не завтра. Номер 86. А сколько это? Подожди. А ты забудешь, пока режешь. Да сейчас. Что же, Там что-то получилось? настолько в маразме, Ваня. Он эталон перебил. Влад мой. Я не буду, я нормально. А сколько ставил? Да, бесполезно. Сколько ставил? Колбаска. Да подожди ты. Как с вами сложно. А что без огурца? Не выйдет потом. Думаешь, не выйдет? Я постараюсь. Так, Так, номер 85. 50 резов, 3,2. ни хрена себе, лучше К12. А, ну это же Ну вообще оно А это? меньше 2 эталонов должна показывать. Ну ладно, 3, это уже 2 эталона. Уже 50 отрежем. Уже один 2 это эталона. уже хорошо. Да, уже хватит. Заинтересовался научным экспериментом, да? О, а он же сам-то уже давно не экспериментирует. Номер 86. 50 резов, 3,6. Больше. Это с прокованными спусками, которые. Это больше. Тут 3,5. Ну, по Какой ощущениям 3,5? разницы Что ты нет. несешь кургу какую-то? Ты сказал первый 3,5. Иди ты в 3,2 первым еще. 3,2 даже, да? Ну, то есть я побеждаю. Я за пластину. Мягче у них режет. А безуглеродный слой надо убирать. Это к нему, это не ко мне. Что ты вопрос на меня задавай, я продаю. Евгений, Почему он его покупает? Не, он уже куплен. Но ты Дмитрий. можешь поинтересоваться. Дмитрич, почему ты не точишь нож? Нет, нет, ты можешь заинтересоваться. Такие ножи делают только я, больше никто. В мире никто не делает. В мире ни один человек. Вот, стоит И Саша. обрати внимание, это Дамаск. Ты видишь, какой рисунок, узор какой, а? Какой колер. Так, один есть сейчас. Есть? Где он? Всю ночь рисовал. Кстати, у меня есть нарисованный Дамаск, принесу, покажу, от настоящего не А отличить. где наш? Это дамаскаш называется. Господин. Сейчас мотать будете. Господин, кстати, до этого не мотал. Он где-то проебал. А что он у тебя соскакивает? Никак. Он годами не стирается. Я тебе сейчас принесу. Он у меня 12 лет. Вот увидишь, а сейчас сидит. Износу нет. Износу нет. Фабрика Скороход. Замечательный топ. Износу нет. Готово. Так, 100 резов. проверяем. 100 резов. 85-й нож. Ну, для меня он маленький. Ну а как он режет, если он маленький и неудобный? Если маленький. И подлипает немножко на левый спуск, пряменький. Можно было и дольчик нарезать. Но кто-то поленился. А что так много? Ну, в смысле, мало. Сколько?
100 резов 4 килограмма. Ни хрена себе ложка стала резать. Мастерство-то растет. Да. А Это ты, мне Элмакс какой-нибудь. да, Не Элмакс какой-то. который проданный уже кому-то. Ну, в прошлый раз, по-моему, по 3 талона давал. Ты Я знаешь, вообще больше 4 не давал. Нет, я имею в виду. А это я не помню. ты знаешь, Сколько? 4,2? короче, 85-й 4. не прокованный 4, а прокованный начал выходить 4,2. А ты скажи, рисунок на каком красивее? Рисунок на каком красивее? Там, кстати, и рисунок по-разному. Ты знаешь, красота в глазах смотрящего, я бы сказал, они сопоставимы. Тебе какой больше нравится? Лично, прокованный. лично для тебя. Ну, мне прокованный больше нравится. Короче, ты Ну, там рисунок более ярче выражен. старый режим. Так, что ты спрашивал? Я не спросил про кого, я спросил, что. Ой, это дорогой нож. 3000 рублей. Дороже. Ну, Егор заказал с карбоновой рукояткой, поэтому будет очень дорого. Но если ты с деревяшкой закажешь, то тебе будет на 5 тысяч дешевле. Кусок карбона 5 штук стоит. Да, кстати, разум. Вот что значит женщина, а? Разумное решение. У него сделать нет, у тебя денег нет. Отличный заказ. Она говорит, в принципе, я могу заказать, у меня все равно сейчас денег нет. Слушай, когда он сделает, они появятся. Когда я говорил деревянная рукоятка, то это вот из этого конкретного куска дерева. И, кстати, Жень, я думал, ты уже от вторых ножов, да? это как скажешь. Это как скажешь. Слушай, Это как скажешь. Тут Подожди. варианты, я тебе 150 вариантов. некоторые любят потолще, кто-то потоньше. Каждый под свой размер. Я же на эту тему же хотел рассказать. А мне, говорит, килограмм сосисок, я их есть буду. Нет, Давайте ручка точить будет ножик. другая. Ручка будет вот такая, Игорь которая Дмитриевич, она. давайте Правильная точить. ручка. Не. Ручка будет правильная. Игорь Дмитриевич, давайте точить ножик. Этот сдулся вообще. 86-й. В принципе, можно было резу 20 назад закончить. В принципе, уже сейчас сделали. Подожди, а вот 75-й не померили. А, Да, наверное. Да. опа, Это меньше. А вот и чего меньше. Нет 7, Жень. похуже, слегка реже. Хотя он Этот тупее, никованный он может, еще режет. закончится. Ваня, как всегда, хитрожопый. Че хитрожопа, я опытный просто. Я знаю, что когда кованый, 150 ты же... резов 6 килограмм. Да, этот сдулся, Вот этот. по-моему. 85-й. Ну, слушай, какой там загулировочный слой? Там все-таки миллиметра 2 было отковано. Ну еще 100 раз до 4 килограмм ответ. Хорошо. 150 резов 6 килограмм. Да ладно, не режет вообще. Значит, смотри, какая Кованый Этот не нож режет. вообще не заточен. Уже, да, тяжело он режет. Ну режь по 20 раз. Что-то до хрена. Ты не с того начал нажать. Что-то уже до Если хрена. посмотреть, Не с того то там ножа, видно, он просто не заточен. Почему до хрена? Нормально, давай. Не, уже по 3 талона дофига. Да, значит, Даже для Булата до хрена. А что я буду резать? Даже для Булата до я хрена. порезал вчера две Тебе морковки. хватит. По 20 раз резани. Что там больше не надо, по 20 раз. Там вот эта форма ножа вот такая, это бок крана. И вот это, видишь, О, это тоже. загнутая вниз. Я тебе говорю, по 20 раз хватит. Сколько я отрезал? Вот здесь, 12. видишь, ручка, она не доделана до конца, но она уходит вверх. Вот эта ручка, которая идет вниз, когда и начинаешь Ну все уже, они садятся. Ну резать. я тебе говорю, по 20 раз. А один Булат, он если же бы он резко. был 35 миллиметров,
Он же вот режет, потом прыг, блядь, и все. Как будто провели, У блядь. него последний Это скользит. Да. не Но работает. все равно, оно, Жень, я Вообще не работает. чисто по физике. Из-за формы загибываешь. Он же, Кузнецов в свое время он же писал, что это чисто для экономии металла и времени, чтобы меньше спуски срезать. А он же сам говорил, что, Ну это, ну понимаешь, что надо срезать, потому что и кончик также без ломать. лучший в мире думаю. Ну, потому что он говорит, там концентрация напряжения. Ты его ломаешь, у тебя получается кусок, где не слабо закаливается, и он у тебя крепится. Делать какую-то хрень, бог За гранера. 13 лет из этой партии прям вот Давай, то, что доктор прописал. Это нож номер 85, давай. Фу, блин, это пылище. По 20 раз резанули, Игорь. Но они обои уже поплыли. А вот яблочка нет. Яблочко это на рожек. 7. Но вот это зубы еще 170. остались. 170. 170, Что ты режешь? 180. 170. По 20 раз. А, по 20? Извиняюсь, мне другое послышалось. Дедушка старенький. Поэтому спал до понедельника. Нет, а он уже как Байден стал, не помнит ничего. Что, 6,8? Он хуже режет. Да, этот зубастый, он прям зубы. Но 7. А этот, Это он уже чисто на вредности решил. Ну да, Ваня, тебя шумыть надо сегодня. Ну вот. Не все тебе я глумиться. предлагаю это безобразие прекратить Давай народ. строганием рога. Но тут просрет повод. Ну что, почти догнали Элмакс. А что так не нежно, а? А пошел бы ты в баню. Можешь меня пригласить в баню. Я вас всегда приглашаю. Когда ты нас приглашал? Ну, у тебя последний раз год назад были. Вы стесняетесь еще, когда жены нет приехать. Какой год? 2 года Хотел с назад. женой своей приехать. Тебе-то военному должно быть понятно. Я в Так, армии не служу, 85-й Да. без повреждений. Без повреждений. Вообще без А повреждений. 86-й должен еще лучше быть. Так, не скупайся, не скупайся. Дай посмотреть. Смотрите, усы мелкие, а какие, заразы. Дай гляну. На. А тот что, второй? Тоже? Или Ты замял? скажи в камеру, что? На мой взгляд, Это что-то новое, бля. вот этот, который вот оттуда, там что-то какие-то артефакты имеются. А вот этот, который вот Так и должно быть. не кованный, там ничего нету. Вообще ничего. От закономерно. Итак, выводы, собственно, понятны. Браковка спусков дает клинок с более мелкой структурой из-за более длительной термомеханической обработки. Следовательно, браковка спусков дает более длительный рез и, соответственно, более низкую агрессию. А также браковка спусков позволяет сэкономить сталь и абразив. Клинок с непрокованными спусками режет более агрессивно, а также выигрывает в экономии времени на изготовление, так как проковывать спуски дольше, чем снимать их на гриндере. Проковка спусков никаких чудес не дает. Чем дольше ковать в нужном температурном диапазоне, до определенного предела, естественно, тем дольше будет резать клинок. Причем неважно, что ковать, спуски или пластину. В общем, ответ по большей части сводится к потраченному времени на ковочные циклы и в требований, которые предъявляются клинку. Выбор ковать или не ковать, соответственно, остается за мастером.